дорогие мои земляки, я с великой радостью вам расскажу, что Европейский Союз все-таки будет нас спасать, он нас не бросит. Он к 2030 году готовит план по спасению нас, белорусов, вот из этих лап режима. Значит, что предлагают европейцы? Значит, надо вернуть всех дипломатов, все общественные прогрессивные вот эти организации, которые по методам педофилов, по методам великих педагогов будут учить нас, как правильно жить. Потом надо вернуть всех беглых. Эти люди, заряженные великой любовью к родине, приедут тоже учить нас, как надо жить. Значит, когда все знают теперь, как надо жить, начинается процесс вербовки. Нам будут раздавать печеньки, а может даже и пряники, а может даже и паспорт Новой Беларуси. Но что-то нам обязательно дадут и пообещают. Я в этом уверена, нас просто так не оставят. Потом, конечно же, надо будет договориться, кто, когда, где, куда выйдет в 2030 году. Нам раздадут план. Мы же не можем так просто, понимаете, жить. Нам раздадут в какую точку, где быть, когда начнутся президентские выборы. Куда нам прийти? Куда нам там по телеграм-каналу или еще с помощью каких-то новых технологий расскажут. Ну и когда мы все придем... подождите, забыла самое главное. Мова. Ну, без мовы ж ніяк, понимаете? Мы все повинны начать размовлять только на белорусской мове. Только. Мы ж без этого не белорусы. Как-то так. Как-то план слабенький, понимаете? Вот как-то уже все было, все повторялось. Я не думаю, конечно, что не найдутся те, кто не поведется на печеньки, даже из чиновников. Латушка тому пример, да, понимаете? Он же из чиновников, да, предатель гадкий родины. Но все остальные у нас адекватные люди, понимаете? Вашу эту хрень на постном масле мы уже просчитали на 5 лет вперед. Идите нахрен, господа европейцы.